Здравствуйте, дорогие телезрители! Национальная телерадиокомпания «Магаз» представляет большое интервью президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Микаил Сафарбекович, Давид Халчин. Без малого 2 года назад вы с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым договорились о вашей поддержке различных благотворительных проектов на территории Ингушетии. За этот короткий срок действительно сделано многое. Вот для вас лично, каков итог минувших 2 лет? Насколько вы довольны проделанной работой? 2 года еще не прошло. В ноябре будет только 2 года. Прошло всего 1,5 года. Мы двигаемся очень активно. Наверное, жители республики видят новации, которые буквально выходят раз в квартал, точно какие-то новые изменения, имеется в виду новые проекты, да, начинаются или же мы их доводим до конца. Поэтому я считаю, все идет успешно, все идет так, как мы намечали, все новые и новые проекты, все новые и новые проекты. И сейчас я расскажу, еще 3 новых проекта будет, очень серьезных, очень больших, 3 новых проекта. Мы о них попозже поговорим. Микаил Сафарбекович, наше интервью с вами проходит на фоне тех слухов, которые распространяются в социальных сетях о том, что якобы вы покидаете Ингушетию, приостанавливаете здесь свою деятельность. Думаю, наше общение с вами – это уже ответ тем людям, которые, собственно, эти слухи распространяют. Но, тем не менее, хотелось бы услышать из первых уст. Вы действительно останавливаете свою деятельность в Ингушетии? Нет, это несерьезно. Я даже не хочу это обсуждать. У нас прекрасные отношения с Махмудом Али Макшариповичем. Я просто, может быть, меньше стал приезжать в Ингушетию, потому что организована структура и люди, которые непосредственно занимаются вопросами, которые в Ингушетии. Очень много проблем по России. Вы знаете, да, сегодняшняя ситуация с санкциями, и приходится много уделять внимания другим проектам на территории России. Касательно Ингушетии, здесь создана команда, которая работает, есть офис, проектные офисы есть, и все идет хорошо, все идет, как мы намечали. Ничего такого нет и не предвидится. Микаил Сафарбекович, а насколько комфортно вам работается в целом с администрацией Махмуда Али Макшариповича? Оно комфортно было с первого дня и продолжается. Все вопросы, связанные с органами власти, решаются Махмудом Али Макшариповичем очень быстро, все качественно, достойно. У нас вопросов нет. У нас нет вопросов. У нас сейчас 5 новых проектов. 2 карьера, 2 гостиницы. У нас очень много проектов новых. Мы сейчас получаем землю. Микаил Сафарбекович, мы знаем, что один из самых знаковых ваших проектов – это восстановление башенных комплексов в Горной Ингушетии. Хотелось бы более подробно, чтобы вы рассказали на сегодняшний день, какие объекты уже отреконструированы, и какие будут в ближайшее время, и на какое время рассчитана данная программа. Программа бессрочная. Пока я живой и будет возможность, мы это будем делать. А думаю, уже потом кто-то подхватит эту эстафетную палочку. Это процесс необратимый. Горная Ингушетия должна быть восстановлена, потому что если еще 50-100 лет, ее просто разграбят, развезут, она просто исчезнет, как таковая. Она уже практически на грани исчезновения была, и мы за это взялись. Сегодня восстановлен, я уже здесь выписал даже, ожидая, что этот вопрос будет, сегодня восстановлен Ни, Харп, Бишт, Морч, восстанавливается Тумги, Ибн, восстанавливается Пуи, Кель, следующее Вовнушки, храм Тхаба-Ирды, полностью крепость Назрань, сейчас приступили к проектированию, то есть полностью вся крепость Назрань, восстановить ее. Все документы, чертежи 1817 года сохранились в архивах. Сейчас занимается Санкт-Петербургский проектный институт. Все документы сохранились, ее можно восстановить в первозданном виде. Она ушла в глубину, она всего 6 метров высотой башенной стены, а 2 метра или 3 метра где-то находится в земле. Нужно приступить. Это большая, огромная работа, которая будет продолжаться несколько лет. Это крепость Назрань. Я думаю, Бог даст, Аллах даст, будет восстановлена.
Ну, там работают квалифицированные специалисты. Конечно, но без этого как можно? А какой смысл делать без специалистов? В продолжение темы вы сказали о том, что будут восстанавливать крепость Назрани. Мы знаем, какую богатую историю имеет этот культурно-исторический объект. Я знаю, что вы подключили историков, которые будут изучать систему. Да? То есть это очень тонкая работа, и важно все изучить. Скажите об этом. В течение года изучаться будет вопрос вообще истории этой крепости, когда ее заложили, кто был основоположник, первый, кто проектировал, кто строил, для чего это было сделано практически на западной части, центральной части Кавказа, северного. Эта крепость была построена. Поэтому я абсолютно убежден, не проведя, то есть не изучив детально, последовательно историческую ценность, строительную ценность, архитектурную ценность, да, историческую ценность этого объекта, приступать к нему нельзя. Он стоит огромных затрат, только проект будет стоить почти там $800 тысяч. То есть 660 миллионов рублей будет стоить только проектно-сметно. Он будет стоить очень больших денег, но он стоит этого. Его надо восстановить, и наши потомки должны знать, что здесь происходило в 1817 году, что здесь происходило, да, в 1900-х годах. Поэтому я думаю, нам это под силу. Но восстанавливая такие комплексы, мы восстанавливаем свою историю. Конечно. Михаил Сафарбекович, вот все эти объекты, которые сейчас восстанавливаются, вы часто их посещаете или же полностью доверяете команде, которая ведет тот или иной? Ну, конечно, я доверяю команде. Есть проектный институт в Санкт-Петербурге, который имеет большой опыт. Мы заплатили очень большие деньги, заключили контракт на 200 миллионов сделать паспорт Ингушетии. Только паспорт обойдется Горной Ингушетии 200 миллионов. То есть изучить полностью всю Горную Ингушетию, сделать паспорт ее, каждая башня, откуда, кто, чей. Этим занимается там более 20 специалистов из Санкт-Петербурга, которые этим занимаются, уже контракт заключен, финансирование открыто. В Горной Ингушетии мы открыли школу камнетесов, специально подготовили, привезли нашего ингуша Султыгова, специалиста, финансируем. Это все благотворительный проект, он не имеет никакой экономической основы. Уже первых 12 специалистов по обработке камней ингушей выпустили. Каждые 4 месяца, полгода будет выпускаться по 12. Я хочу довести до 60 камнетесов, потому что количество башен настолько, их так много, а количество компаний, людей, которые могут делать качественную работу, так мало, что мы будем восстанавливать Горную Ингушетию 100 лет. А нам надо это сделать за 10 лет. Потому что время мое тоже, мне не 20 лет, понимаете? Я понимаю, что это процесс надо ускорить, чтобы восстановить Горную Ингушетию. Потом эти специалисты могут перейти в Чеченскую, в Дагестан, в другие республики, и таким образом это рабочие места, дополнительные профессии, рабочие места для этих молодых людей. Одновременно мы получили лицензию на 2 карьера, чтобы начать производство своего камня здесь, в республике, и не только для восстановления и реконструкции башенных комплексов. Часть камней осталась там, и она лежит под землей, под башнями, и они сейчас оттуда достают. Но часть разграблена, вывезена или использована в других целях во время нашего выселения. На мой взгляд, что камень нужен Ингушетии, бетон, асфальт. Все-таки мы кавказцы, и испокон веков наши предки занимались и обработкой камней, и строили из камня много зданий, башен, сооружений. Мне кажется, камень можно применять и на равнине, в городах, и в Магасе, и в Назрани, для облицовки частных секторов, для облицовки государственных зданий, для укладки, для не гранитом тротуар, да, это площади, а вот таким камнем, горным и камнем, который у нас есть в Горной Ингушетии, да. И таким образом это новые рабочие места, уже получена лицензия, зарегистрирована компания,
в уставной капитал необходимые средства инвестируются для закупки оборудования, и у нас появится 2 карьера, появится еще дополнительных минимум 50 рабочих мест, в ближайшие 1,5 года точно появится, да, и мы будем владеть своим сырьем, завозить не надо будет, касательно Горной Ингушетии. Ну а башенный комплекс, я уже сказал, хотя это процесс идет, проектируется, все согласовывается с потомками бывших хозяев этих башен, с фамилиями разными, с ихнего согласия, где получено согласие, процесс этот продолжается. Михаил Сарабекович, вы так трепетно относитесь к данным работам и чувствуете, насколько вам важно сохранить историю. Вы действительно считаете, что очень важно сохранить памятники, оригинальность памятника венгерского зодчества? Я абсолютно убежден, что это нас отличает от других народов России, мира, вообще Кавказа. У нас каким-то невероятным образом это сохранилось больше всех, и Горной Ингушетии. Это надо восстановить, воспроизвести в 100%, не получится хотя бы 90% воспроизвести и оставить это в истории, да, оставить это в истории. Это нас всегда будет отличать, это гордость будет всегда нашего народа, и это будет нас цементировать как народ, это будет скреплять наши узы, братские, кровные узы, через эти башни, через нашу историю, через вот прошлое мы получим будущее. Я в этом убежден, и мы станем, нас мало, у нас маленький народ, что там 500 тысяч, но это нам позволит быть равными среди равных, быть равными среди равных с другими народами. Михаил Сарабекович, мы знаем, что еще одна важная для вас работа – это реконструкция кладбища в Ингушетии, и мусульманских, и христианских. Расскажите, пожалуйста, как двигаются работы в этом направлении? Ну, вы, наверное, видите по республике, кто ездит, процесс необратимый. Я же сказал, мы закончим все кладбища, независимо как от вероисповедания, там, христианские, мусульманские. Есть даже осетинское кладбище, мы его обязательно приведем в такой же порядок, надлежащий, как привели все другие, приводим. Я же говорил и сейчас, и не устану повторять, культура начинается с кладбищ. Мы восстановим все кладбища, мы приведем их в порядок. Это обязательно произойдет, и это происходит, независимо от конфессионных, других религиозных или национальных принадлежностей. Качество с каждым разом все выше и выше. Люди учатся этому, все наши рабочие, все ингуши. Люди очень часто выражают благодарность на телевидении, нам, журналистам, тоже ваш адрес, очень такие теплые слова. И очень люди благодарны. Спасибо. Это тот мир, к которому мы, собственно, и стремимся всегда. Да, ну на самом деле я тоже получаю некоторые письма. Спасибо за то, что вы это говорите. Знаете, я об этом не думаю никогда. То, что я, как бы правильно это сказать, то, что я делаю и делал, я никогда не требую благодарности. И не нужна она мне благодарность. Я сам себе благодарен за то, что я могу это делать, да. Поэтому мы это сделаем. Спасибо вам большое. Баркал. Вот для вас всегда было важно отмечать в продолжении этой темы, что христианские кладбища не обойдут стороной при реконструкции. Мы знаем, что благотворительный фонд «Сафмар» поддерживает различные социальные инициативы всех конфессий. Вот это межэтническое, межрелигиозное, вот это вот уважение действительно играет для вас такую важную роль. Почему и связывает ли это нас тем самым людей, которые исповедуют различные религии? Вы знаете, вообще удивительно, да, искренне говорю, это не пафос, не позерство, то, что я сейчас скажу. Для меня удивительно, что в наше время, когда можно нажать на кнопку телефона и получить информацию с другого конца мира, время, когда можно нажать кнопку телефона и переслать любую видеозапись в Японию или во Францию, время, когда можно разговаривать по видеосвязи, да, обсуждается вопрос межрелигиозный, межнациональный, межконфессионального мира. Он настолько очевиден
И настолько мир стал маленьким после новых информаций, последние 20 лет. Он стал настолько маленьким, понимаете, еще 30 лет, 40 лет назад отец прокладывал телефон в частный дом в Грозном. 3 года он занимался этим вопросом, чтобы быть телефон. И вся улица ходила к нам в дом, чтобы позвонить. А это 40 домов там на улице. Они бегали, можно от вас позвонить, да? И еще 40 лет назад видеотелевизор купил отец цветной, Рубин. Цветной телевизор, и вся улица проходила смотреть цветной телевизор. Это было вот еще в мое поколение, это не 150 лет назад. И так изменилось все, но не изменились человеческая сущность, человеческая безграмотность, человеческое невежество. Оно осталось на том же, к сожалению, на том же уровне. Последние события в Дагестане, до этого события в Дагестане в связи вот с еврейскими там погромами, а последние ужасные события, что произошли с нападением на церковь, на синагогу, говорит о том, что мы должны быть осторожны и насторожены. Я абсолютно убежден, что процесс религиозного экстремизма, это производная бедности и безграмотности, как производная бедность. Вопрос бедности общества, вопрос безграмотности, вопрос малообразованности. Это и есть вопрос религиозного невежества. И когда мы, сидя на телевидении, совершенно разумные люди, я считаю, вас и себя, это обсуждаем, и, к сожалению, вынуждены это обсуждать, потому что это имеет место быть. Только невежество. Она рождает религиозную нетерпимость, она рождает страхи, она порождает агрессию, порождает и невосприятие другого, потому что, то есть догма, которая сидит в голове и которую никто не хочет подвергать анализу, она вот есть производная того, что от нее и происходит все, что называется религиозной и межконфессиональной терпимостью. И вот то, что мы делаем кладбище, и то, что мы делаем кладбища христианские, вкладываем больше денег и делаем их, лучше их делаем. Даже я сказал, делайте лучше. И будем их делать лучше, чтобы видели весь мир, знал и наши соседи, и в России, что ингуши народ религиозно терпимый, что культурный, высокообразованный народ, лучший народ на Кавказе. И мы это показываем и будем всем показывать. Михаил Сауырбекович, а как нам добиться этой гармонии межконфессиональной? Вот такими поступками, которые мы сейчас делаем, вот тем, что мы делаем по кладбищам, то, что мы делаем по башням, то, что мы будем строить отели, привозить сюда туристов, показывать нашу культуру, нашу историю, то, что мы будем развивать свою культуру, свое искусство и пропагандировать его и через телевидение, через радио, и, конечно, различные поездки в другие территории России, по миру, показывая свою образованность и показывая, да, через свою культуру, да, наш народ, ингуши. Вот смотрите на нас, смотрите, у нас лучшие пианисты, смотрите, у нас лучшие танцоры, смотрите, у нас самые красивые башни, смотрите, у нас лучшие отели, смотрите, у нас безопасно, смотрите, у нас ухоженные кладбища, смотрите, наши дороги. Мы это должны показать, и мы это показываем, мы это начали делать. Смотрите, у нас Академия цифрового развития, у нас 150 программистов, уже в следующем году первый выпуск. У нас второй прием, еще 150 человек. Мы идем вперед, впереди разум, мы идем за разумом, да? Да, вот мы идем вперед, поэтому вот этим самым мы должны показать. Другого нету, и не может быть, и никто вам будет говорить, что это по-другому нет. Только борьба с бедностью и образование. Две вещи поднимают толерантность человека, культурный уровень, толерантность человека, да, поднимает вверх. А что такое толерантность? Это компромисс. Это компромисс, да? Это восприятие всего то, что ты не понимаешь. Да, восприятие, да. Да, не нравится, это не мое, но я это уважаю. Да, я считаю, это может быть в душе неправильно, я бы так не делал, но люди считают, что это правильно. Но это их выбор, и это нормально, да. Вы открыли вторую часть Академии цифрового развития. Расскажите,
об этом немножко поподробнее. Академия цифрового развития включает в собой четыре таких направления. Первое – это школа 21. Совместно со Сбербанком, на платформе Сбербанка. Они ее в свое время купили во Франции. Да, западная эта платформа была. Мы это взяли, и мы ее запустили. Это школа по обучению людей, чтобы они могли, программисты, заниматься IT-сфера. IT-сфере. Это программисты, то есть люди, которые могут работать в IT-сфере. Программисты. Эта школа открыта, 1000 человек был набор, из них осталось 150, прошли 2 бассейна отбора, 150 начали учиться. Первые 150 через год выпустим, у нас появится 150 ингушей-программистов. Следующий до конца этого года еще 2 набора. Еще по 1000, еще отбор по 150. И бесплатное обучение. Все бесплатно. Бесплатное обучение – самая востребованная профессия. Самая бесплатная и самая востребованная профессия сегодня. Все будет цифровизировано, все будет компьютеризировано, вся наша жизнь переходит в компьютер, в интернет, в iPhone, в телефон. И никуда мы об этом не денемся, иначе мы отстанем. Мы должны быть лучшими. Тем более, что сейчас в России ощущается дефицит IT-специалистов. Да, к сожалению, это так. Вот я думаю, что в следующем году уже у нас будет где-то 400 человек обучаться. И потом мы это, как мы хотели, доведем до 500 в год. Это уже следующие годы. Это будет такой процесс непрерывный. Идти, и он необратимый. И мы открыли школу «Акселератор». Это бизнес-школа. Что такое акселератор? Это ускорение, это быстрорастущий, это быстро идущий вперед, опережающий время, растущий. В чем вся задумка? Программисты и другие люди, которые обучаются, которые уже есть, и есть бизнес-проекты, молодежь уже есть, которая учится здесь, уже занимается IT-технологическими компаниями, создают, и занимается развитием, да, то есть бизнесом этим. Но нет путеводителя, нет учителя. И вот наша задача научить их, научить IT-бизнесу, подсказать, показать, какие тренды идут в ближайшие 3-5 лет, по каким направлениям лучше заниматься, где найти инвестора, где найти дешевые деньги, где найти соинвестора, как найти, куда лучше вкладывать, какой последовательности идти. Вот о чем идет разговор. Разговор идет о том, что мы должны воспитать. Сначала мы учим компьютерщиков, сначала мы учим айтишников, так называют их в народе, а правильно программистов. Мы учим, создаем новое поколение программистов. Следующий этап. Эти программисты должны превратиться в предпринимателей или работать на те компании, IT-компании, технологические компании, эти программисты, которые мы создадим и покажем ингушским предпринимателям. Мы покажем в ближайшие 3-5 лет тренды, куда двигаться. Мы поможем им найти инвесторов, соинвесторов. Мы поможем привлечь венчурные фонды. Мы научим их, как, сидя в Назране, купить товар в Китае, продать в Индии и заработать деньги в Ингушетии, не выходя из своего кабинета. Так можно делать, и так уже делает очень много людей. Мы научим торговать. Ингушскую молодежь надо научить торговать. Купить дешевле, продать дороже. Это и есть прибавочная стоимость. Это можно делать, не создавая больших производств, сидя у себя дома, можно 10 человек, 5 человек этим могут заниматься. Наша задача этому научить. Научить молодежь, научить вновь создаваемые компании, предприниматели, научить делать выручку, это так называется, я называю так, научить создать торговый оборот. Понимаете? Уинстон Черчилль как-то сказал, что самое безобидное, вопрос задали ему, что самое безобидное в мире – это торговля. Да.
и самое выгодное. Нет ничего выгоднее торговли, нет ничего безобиднее, чем торговля. И вот наша задача, сегодняшний бизнес-школа «Акселератор» – это создать, помочь молодым людям, и девушкам, и мальчикам, создать новые компании торговые, создавать новые фонды, участвовать в создании новых IT-приложений, создание новых технологических компаний и привлекать, самое главное, инвестора. Без денег ничего не будет. Словом, акселератор – это прекрасная возможность для тех людей, которые хотят заняться собственным бизнесом, вести свое дело, иметь определенный опыт. Дальше. Самое главное. Есть такое понятие «бизнес-энджел». Это западноамериканское понятие «бизнес-ангел». Мы создаем в Ингушетии фонд, называется «Ангельский», бизнес-ангельский, фонд развития. Это будет фонд, отдельный фонд, ангельские деньги, который будет инвестировать в ингушских предпринимателей. Это будет, может быть, 100 миллионов рублей, 200, я не знаю, сколько это будет. Мы будем выбирать новые компании, часть. Часть будет западные инвесторы, если придут, часть будет московские инвесторы, часть будет российские. Но конкретно лично я создаю фонд «Ангельские деньги», «Бизнес-энджел», это западное определение, вкладываешь без процентов, заработали, очень похоже на исламские деньги, заработали, поделили, не заработали, прогорел. Прогорел. Фонд будет выбирать проекты и будем вкладывать сюда 5, сюда 10, сюда. Вот уже мы первое выбрали там программу ДОШ. Обучение ингушского языка мы уже начинаем. Мы сейчас начнем вести переговоры о том, чтобы вложить в эту программу, в это приложение, в эту программу. Таким образом, такой фонд будет создан за это лето. И уже бизнес-акселератор мы начнем с моей стороны. Сам акселератор, сама бизнес-школа, сама она будет действовать само собой, а я, как бизнесмен, как человек, значит, по системе бизнес-энджел создам фонд «Ангельские деньги». И будет происходить такая вот ситуация. Михаил Савырбекович, по соседству с нашей телерадиокомпанией находится площадь Алания, на которой, под которой вы анонсировали открытие торгово-развлекательного центра. Как здесь идет работа? Все хорошо, проект заказан. Мы, в отличие от ингушских, к сожалению, в Ингушетии сначала строят, а потом оформляют землю. Мы таким путем не идем. Мы заказали проектно-сметную. Почему долго? Проектно-сметную документацию. Увидели много погрешностей, которые сделаны предыдущими проектантами. Мы их исправили. Там надо усилять бетон, там надо усилять верхнюю часть для того, чтобы там люди не провалились сверху вниз. Таким образом, у нас задержка. Но проект готов, финансирование открыто. Финансирование обойдется в огромные средства, почти 9 миллионов долларов стоит, 8 миллионов долларов стоит весь проект. Финансирование есть, строит московская компания, москвичи строят, они его построят. Мы на следующий год летом, Ингушетия получит самый лучший, один из лучших точно на Кавказе и лучший в Ингушетии, где будут и фуд, и косметика, федеральные все эти будут сети, и еда будет, и рестораны будут современные, где можно, детская площадка там будет, где можно и зимой зайти, и стоянка для машин будет. К сожалению, у нас стоянками проблема. И таким образом мы это делаем. Михаил Савырбекович, вы говорите, что торговый центр в Ингушетии для вас это бизнес-проект. Но по меркам вашей бизнес-индустрии торговый центр в Ингушетии... конечно, это небольшой. Скромный. Но все равно он должен быть прибыльный, он должен платить налоги, он должен содержать хотя бы 100 рабочих мест, хотя бы 100. Он должен высокооплачиваемым быть, он должен быть рентабельным. Он должен платить все налоги, налог на прибыль, НДФЛ и федеральный налог. То есть я не вижу разницы между объектом 50 тысяч, это объект, по-моему, 8 тысяч метров. Но цифры разные дохода,
но технология управления и отчетности вся одна и та же. Поэтому я считаю, он должен быть прибыльным, иначе нет смысла работать. Михаил Саварбекович, вы также рассказывали, что планируете строить медицинский центр, также коммерческое учреждение, передовое по меркам республики и с высоким уровнем сервиса. Концепция данного проекта, она уже сформирована? И он уже строится, куплено здание, заказана проектно-сметная документация. Через 3 месяца начинается строительство самого современного диагностического центра, где будет все, и МРТ, и УЗИ, и КТ будет, не надо будет выезжать никуда, спустился с дома, с Магаси, прошел 200 метров. Все услуги зашел, в одном помещении, да. Получил. Московские 8 врачей будут, 2 года учить наших с техникой, оборудование заказано, оборудование дорогостоящее, к сожалению, приходится завозить западное оборудование через Китай или через другие страны, к сожалению. Часть оборудования здесь. Значит, это делают московские компании. Здание куплено, адрес не помню, уже приобретено. Заказана необходимая проектно-сметная документация на это здание, которое его реформирует, реконструирует, превратит в современный диагностический центр. Директор уже назначен. Все идет по плану. Центр будет работать после проекта через год. Я думаю, это будет, если осень, значит, следующий Новый год он заработает. Он не остановился, хотя я говорил, торговый центр и диагностический центр – это коммерческий проект. И тот, он частный, коммерческий. Диагностический центр тоже коммерческий. Но поверьте мне, что тот человек, который хочет сделать КТ, сесть на такси, поехать в аэропорт, оплатить билет, поселиться в Москве и возвратиться назад билетом на такси, доехать будет намного дороже, чем он в Магасе или с Назрани приедет на машине и сделает КТ. В 2 раза будет дешевле здесь сделать, чем ехать дома, туда. Конечно, или же ехать чеченцам, или к осетинам, или к кабардинцам. Этого не надо делать, у нас будет свой. Наша задача – научить наших врачей обращаться с дорогостоящим западным оборудованием, ставить правильные диагнозы людям, чтобы они могли дальше лечиться там, где им нужно и от какой болезни. И я думаю, что еще надо потерпеть 1,5 года и пожелать мне здоровья, чтобы я дожил. И это будет у нас. Дай Бог вам здоровья. Михаил Саварбекович, вы очень много сделали для социальной сферы Ингушетии. Есть крупные проекты, такие как реконструкция нашего горного лагеря Эрзи, школа-гимназия Марьем, дома-интернат «Забота» в сельском поселении Троицкое. И совсем точно это покупка амбулифта. Кстати, он был очень необходим, люди очень благодарны. Интересует вот такой вопрос. Как вы получаете информацию о том, что кому-то нужна ваша помощь, и как принимаете решение в данном случае, помочь или нет? Вы должны понимать, что я в Ингушетии 1,5 года. Когда была зона, которую мы создали с Русланом Аушем, до 2001-го все, что сделано хорошего в республике, было сделано тогда. И потом меня 20 лет сюда не пускали. И все, что я сделал вот сейчас, это за 1,5 года. Если я 20 лет здесь был бы, это было все по-другому. Это была бы другая республика. Просто по-другому. И я не знаю, сколько останется времени. Останется 10 лет. Что успеем сделать, сделаем. Но то, что мы наметили, и то, что я сейчас рассказываю, уже идет. То, что я еще расскажу, мы сделаем 2 отеля, 5 звезд здесь и 3 звезды при въезде туда с трассы, мы тоже расскажу. Уже землю Махмуд Али дает там 7 гектаров, здесь 1,2 гектара. Все, что мы наметили, мы построим. То, что мы не построим, мы землю отдадим назад. Это даже не обсуждается. Нам не нужны ни чужие деньги, ни чужая земля, тем более народная земля. Касательно этих проектов. Эти проекты благотворительные, они очень нужны, ничего не было, ни амбулифта нет, нету дети, которые живут там в Троицком, в этом доме, в ужасном были состоянии. Кто-то говорит сам, кто-то подсказывает, кто-то просит. В основном Махмуд Али Макшарипыч. Но иногда просто люди говорят, посмотри, вот там это надо сделать, посмотри там. Так что в основном все эти инновации, которые мы делаем, это при помощи и поддержке Махмуда Али Макшарипыча. Сегодня много проблем в республике, и многие люди пользуются этими проблемами и почему-то считают, что в этих проблемах виноват губернатор.
Это не так. Во всех проблемах Ингушетии виноваты ингуши. Все наши проблемы от нас. Мы их создаем, мы их делаем, мы мусорим, мы создаем свалки. Все, что мы делаем, делаем мы сами. И один человек это исправить не может. Поэтому надо смотреть на себя и самим исправлять себя. Надо исправлять себя, а не об этом говорить. Если мы все начнем себя исправлять, тогда что-то станет меняться. Но пока ничего не меняется. Вот я лично пытаюсь изменить, и об этом говорю уже открыто, и в сердцах говорю. Поэтому вот я ответ дал на ваш вопрос. Все, что делается, это или люди говорят, или сам говорит. Вот сейчас я вышел с этого, подбегают женщины, у нас мы обманутые дольщики. Я говорю, вы почему ко мне? Идите в суд. Нет, вот вы нам достроите здание. Ну, надо это смотреть, я стал разобраться, конечно. Но вообще проблем в республике очень и очень много. Есть их надо решать. Задачи, конечно. Да, надо решать. Внимание. Микаил Сафарбекович, на Новый год и 8 марта вы устраивали различные акции, устраивали праздник для детей и женщин республики, были организованы различные мероприятия и концерты в том числе. Это была разовая акция или станет доброй традицией? Конечно, не разовая. Конечно, детям надо делать праздник. Конечно, детские подарки будут каждый год. Конечно, 8 марта женщины Ингушетии, они их придавлены. Мужчины наши, к сожалению, мы их, хоть и говорим, да, что у нас, конечно, если сравнить с другими территориями, соседями, с другими, конечно, наши женщины находятся в более вольготном и лучшем положении, чем. Но, к сожалению, они много заняты трудом домашним. Да, быт домашний, труд, обычаи. Наши нравы не позволяют им раскрываться так, как помогает раскрываться мужчинам. Да? И мы должны к ним очень внимательно и очень трепетно относиться, да, к женщинам своим. Что я, например, стараюсь таким быть, я, например. Я уверен, и вы, и другие нормальные люди. Да? Но, к сожалению, да, этого тепла им мало. И мне кажется, если на Новый год или 8 марта их детям провести хороший праздник и дать там бесплатно 10 тысяч подарков, да, это или 20 тысяч, или там сколько мы дали, я не помню, много дали. И на Новый год или 8 марта сделать красивые там подарочки небольшие, нам не надо там дорогие, внимание это. И сделать хороших артистов, мне кажется, это красиво. Да. Это красиво, и это их стимулирует, особенно женщины, которые на работу ходят, а потом успевают добежать до дома, еще дома приготовить и постирать грязные носки и приготовить долхалтом. Ну, тогда тех надо вообще всех награждать медалями, понимаете? Кстати, вот на этом концерте 8 марта участники получали ваш двухтомник стихов. Да. Сейчас, ввиду изменений в бизнес-среде, ждать ли нам новых стихов от поэта Гуцариева? Ну, конечно, я пишу песни, пишу стихи. Конечно, новый сборник выйдет, но не сейчас, чуть позже, потому что стихи не пишутся же. Это же язык души, это не язык, не прагматический ум бизнесмена, да, взять и составить стих. Стих, он может появиться или он не появляется, поэтому это вопрос времени. Что касается песен, песни мы пишем, продюсерский центр работает, это развивается, это легче, это больше похоже. Создание песни – это ремесло, а создание стихотворения – это искусство, поэтому ремесло, оно легче. А 20 песен в год написать можно, а стих можно и 1, можно и 100, как получится. Меняется ли со временем тематика ваших произведений? Мы все-таки понимаем, что вы славитесь романтичной лирикой, но за последний год у вас вышло несколько песен, и гораздо более сложные, на сложные темы. «Дом убит», «Правда без лица», «Я обязательно вернусь». Это кратковременное влияние окружающей действительности, или эти темы занимают определенное место в вашей жизни? Как говорят, кто-то из великих, бытие определяет сознание, и время определяет творчество, понимаете? Время сложное. Идет спецоперация. Все очень достаточно сложное. Конечно, время диктует и песни. Конечно, талантливый композитор Фадеев. Мы вместе с Фадеевым вдвоем написали «Я вернусь». Красивая песня, она набрала более 10 миллионов просмотров за 1 год. «Дом убит». Это песня, посвященная Чеченской войне, дому, которого на улице Урицкого в Грозном я подъехал, увидел дом развален, он и сейчас стоит, там ничего нет.
написан Сергей Ревтов, известный композитор, московский, мы написали вместе «Дом убит», на стихотворение «Дом убит» в 99-м. Это дом матери и отца моего, не мой дом. Где жили мои родители, их тоже давно нет, я Алдештолца. И другие песни, конечно, «Ждет меня любимая», поет Алехно, и «Правда без лица» написано на стихотворение «Украинская рапсодия», написано, да, и поет, фамилию не помню, поет известный автор, и композитор написал на нее музыку, да, поэтому это определено временем. Конечно, время тяжелое, сложное, много насилия, много крови, много неправды, много несправедливости, много того, много читаешь, много видишь, и не родиться, не написать такие стихи, не написать такую музыку, не написать такие песни невозможно, да, невозможно. Михаил Сафарбекович, раскройте нам свой творческий секрет, в ближайшее время ожидать нам новой песни. Ну, на военную тематику не скажу, но мы сейчас готовим большой проект GM, вселенная Гуцариева, 12 песен, там будет петь 12, уже 8 написано, это Дима Билан там, и Ольга Бузова, и Анни Лорак, там известные, все известные исполнители, 12 песен, я пишу, уже написаны все 12 песен, это будет художественных, это будет документальный, как правильно сказать, даже не знаю, 12 микрофильмов, 60 минут, это как художественный фильм будет, да, и называться «Вселенная GM», Михаила Гуцариева, «Моя вселенная». Такой фильм, такой мы готовим, да, проект вместе с известным, очень талантливый молодой композитор Дарья Кузнецова, она сейчас в Москву переехала, она из Сочи. Мы с ней написали очень много песен и пишем вдвоем, да, и в этот проект войдут. Вот такой проект готовим. Также мы готовим фильм, художественный сериал, то есть продюсирование, создание сериала, где я тоже участвую, да, как сценарист, я в этом немножко разбираюсь. Участвую, это будет большой сериал, это большая история, которая всколыхнет страну всю. Конечно, там все звезды российской будут сниматься, российского кинематографа, конечно, режиссеры и сценаристы и продюсеры тоже очень известные люди. Вы это все увидите. Уже у меня находится вторая часть сценария, я работаю, тоже свое дописываю, как я это вижу. У меня буквально с собой, я в самолете летаю, тоже читаю, везде с собой времени не хватает. Это большой сериал будет, большая история одного мальчика, его история, трагичная история судьбы, основана на реальных событиях. Я сейчас не буду предвкушать. Это уголовное дело 1982 года в Москве. По мотивам я случайно почитал уголовное дело и был потрясен этим мальчиком. Просто разговор идет о 14-летнем мальчике. Русский мальчик, москвич простой. Просто я такого и даже невозможно подумать, что такое может делать человек. И потом его история трагичная, он вырастает, она и так и стала трагичной. Конечно, много домыслили, дописали, и я там дописал. Домыслили. Такая штурмовая атака, садитесь в кабинете или ужин. За ужином каждый говорит, дополняет сюжет своими выдумками, да, художественными, и друг другу поправляет. Вот таким образом все это записывается, потом это перекладывается на бумагу. Вот таким образом пишется сценарий сейчас. Несколько человек, и я в том числе, об истории этого мальчика. История, да, на переломе Советского Союза и развала, смены общественно-политической формации, экономической, когда одна страна ушла, одна система управления, другая пришла, и его судьба здесь и там. Но фильм основан на реальных событиях, это будет интересная история. Пока ничего больше говорить не буду. Михаил Сафарбекович, вы немного затронули тему столетия ингушской государственности. Давайте поговорим об этом немного поподробнее. Как вы считаете, какой путь проделала Ингушетия за это время? Все время дралась, все время страдала, все время сопротивлялась, все время пыталась сохранить свой язык, пыталась сохранить свою идентичность, свои обычаи, своих детей, своих женщин, все время пыталась сохранить свою религию.
пыталась сохранить свою чистоту и пронесла ее, нести поклон нашим родителям, нашим дедам, внесла огромный вклад в экономику из Чечено-Ингушетии в советской. Лучшие директора были ингуши, лучшие профессионалы были ингуши. Я знаю, что я говорю, я знаю, как мы работали, да. Всегда были лучшие, артисты были всегда достойны, всегда мы были лучше всех, я считаю так. И считаю, что нам было сложнее всех, да, нас мало, у нас было мало земель, у нас есть проблемы, были всегда, вы знаете, после выселения с чем связаны. У нас проблемы, вот, я имею в виду территориальные, земельные вопросы. И, ну, это не проблемы чеченцев, и не проблема, это проблемы того же экстремизма, это того же ортодоксального национализма, который всегда перерастает в экстремизм. Любой национализм, патриотизм сначала, потом перерастает в национализм, потом национализм в экстремизм, потом заливает кровью, несправедливость, потом противодействие начинается, столкновение, разрушение, и потом все как всегда, да, побеждает правда. А правда – это разрушенный город и люди погибшие, и потом все начинается сначала. Вот что такое национализм. Поэтому человек, который говорит, да, что моя нация лучше другой национальной, что моя религия лучше, его надо было язык вырвать. Вырвать ему язык надо сразу. Лучше одному ему вырвать, потом, чем погибнуть 100. Такому человеку, который говорит, моя религия лучше, что мой народ, понимаете, лучше другого. Да, мой народ лучше, но он не лучше другого. Он равный среди равных. Мой народ равный среди равных. Но он не может быть лучше русского, лучше чеченского, лучше осетинского. Он равный среди равных. Вот наша доктрина, вот наше движение, вот наш девиз. Вот так мы должны двигаться. Да, с Россией равные среди равных. С Россией равные среди равных. И тогда у нас не будет проблем. Вот наш девиз. Михаил Саварбекович, что вы пожелаете жителям Ингушетии в честь круглой даты? Что? Что можно пожелать? Ну что? Ну я даже не знаю, что. Кусок хлеба, чтобы всегда был, кусок мяса был всегда, чтобы дети учились, чтобы школы были, чтобы на улице можно было спокойно ходить, чтобы экстремизм исчез, вот карбулакские события. Молодые ребята, вот жалко мне, вот что они, 6 человек, вот что они увидели, ну где, зачем, для чего, зачем, почему, ну я не понимаю их, я их никогда не пойму, я не понимаю. Джихад – это образование, джихад – это образование, вот джихад. Образование джихад. Ингушетия должна стать джихад всех мусульман. Ингушетии – это образование. Учиться, учиться. Книги, компьютеры, интернет. Вот учиться и больше ничего. Самообогащаться знаниями. И когда ты самообогащаешься знаниями, когда ты день и ночь кушаешь, ты становишься вот таким и лопнешь. А когда ты день и ночь обогащаешь свои мозги, ты становишься богатым, ты становишься великим, ты становишься образованным, ты становишься просвещенным, тебе открываются глаза на многие вещи, которые ты видел необразованным по-другому, и бизнес открывается. И люди тебя начинают воспринимать по-другому, уважать, считаться, спрашивать, а как, и дети тебя, только образованность, только непрерывное поглощение знаний, интереса ко всему, даже тому, чему не интересно, ну надо. Надо, я все время, даже то, что мне интересно, в медицине, казалось бы, но я это изучаю. Вот недавно изучал объем пищеварения. Я сижу на диете, постоянно контролирую свой вес. Сейчас я привел себя в порядок, контролирую, да, вот, довел себя до веса и хочу его держать. И я изучил все органы пищеварения, как это все работает, чтобы понимать, что когда можно есть, что можно есть, да, чтобы вот не выходить из веса. Но это стабилизировало сахар, стабилизировало холестерин, стабилизировало все мои показатели. То есть жизненно важные, да, для того, чтобы я мог быть здоровым. Для чего мне это надо? Чтобы я мог быть успешным, надо иметь здоровье. Надо много работать. Кстати, мы открыли, 400 миллионов вложил фонд Возрождения в этот, почти 400, да. И мы открыли лагерь, его переделали весь, и сделали его
на этаж подняли, он теперь стал круглогодичным. Башенный комплекс Ахильгова Гоуст — это мой нянхой. Я им в первую очередь уважение проявил все-таки нянху, это близкий. Кстати, с этого башенного комплекса внизу есть дом, где мой отец сватал. Мать мою увезли в 1944 году сватать, потом женился отец уже там, на ней, в Акмолинске, в Целинограде. А вывез он ее, увез, в смысле, с Акмолинска. Дед пришел, дед забрал мою мать отцу. Отец был в Павлодаре. А вот сватали еще вот там, в Гоузе, сватали. Поэтому это такое для меня очень важное, особенно важное место, там саманный небольшой дом внизу, возле этой башни. Там и сейчас живут люди. Не живут, рядом живут. Но я представил, что там отец приехал с друзьями, он тогда работал в прокуратуре в Галашкинском районе. Вот такой район был, он там работал прокурор. А потом другие объекты. Ну, Тха-Бирды очень важно. У нас нет пятизвездочного отеля. Нужно один отель сделать. Ну, республика должна иметь один такой лицевой отель. Мы его построим. Здесь сделаем с помощью Всевышнего обязательно. И второе, это там, вот, где был амфитеатр. Там будет парк небольшой. В общем, планов много. Я надеюсь, что мы их реализуем. Пока то, что мы наметили, мы реализовываем. То, что мы хотим наметить, я думаю, они получатся. Посмотрим, что будет дальше с экономикой страны, как будут влиять санкции на экономику, появится ли возможность. Но точно знаю, что башенный комплекс Ингушетии оставлять нельзя. Увеличим до 100 камнетесов в год выпуск. Потом мы просто будем закрывать всю эту. И они разойдутся по Кавказу. Ребята разойдутся с новыми специальностями. Это очень важная вещь. Оно так не объективно, люди не понимают, ну, а зачем? Я знаю зачем и понимаю, как это делается. Вот и все. Михаил Сафарбекович, как бы вы описали Ингушетию вашей мечты? Лучшей среди лучших. Лучшее среди лучших. Вот это Ингушетия, о которой я мечтаю. В образовании, в искусстве, в культуре, промышленность, в IT-технологиях, ученые, писатели, люди искусства, пианисты, гармонисты, спортсмены, лучшие из лучших. Жемчужина Кавказа. Вот моя мечта. Конечно, удастся, не удастся, не знаю, но вложить свою лепту обязан каждый ингуш. По-разному. По-разному. Кто-то бумажку не бросил, кто-то на улице цветы высадил. Цветы высадит каждый на улице. Кто-то дерево посадил фруктовое. То есть каждый на своем месте. На своем месте. Тогда это будет общем красивая республика, достойная республика. А при каких условиях вы считаете, эта мечта станет реалистичной? Вы сказали, что каждый должен начать с себя. Вот каждый себя, я и говорю, каждый с себя. Вот каждый с себя должен начать, и тогда это начнем. Но уже я вижу, все равно, я надеюсь, что уже начали. Но хотя вижу, столько проблем есть, да, столько невежества, столько религиозного мракобесия я вижу, да, просто мракобесие, невежество, отсутствие толерантности, да, во многих вопросах, да, связаны даже внутри конфессиональные процессы одного этноса. Даже эти проблемы я здесь вижу, да. Много проблем, проблемы инфраструктурные огромные, которые надо решить в первую очередь, да. Я просто не могу лезть в это, для этого есть губернатор, я надеюсь, и губернатор, и правительство сейчас занимаются, я знаю, этими вопросами. Они очень сильно стараются. Я знаю, что Махмуд Али очень и очень сильно старается, и нам надо его поддержать. Времена сложные, поэтому нам надо его всем поддержать. Он хороший человек, он хороший профессионал, и как человек он хороший. Он хороший человек, он достойный. У него сердце чистое, душа, он неплохой человек. Я к нему очень хорошо отношусь, и вот эти все сплетни, разговоры, не буду сплетнями называть, что я куда-то ушел, я никуда не ушел, я остаюсь с ингушами. Михаил Сафарбекович, на этом все. Благодарю вас за интервью. Желаю вам удачи в реализации всех ваших намеченных проектов
Ну и в том числе желаю вам творческих успехов. Уважаемые телезрители, это было большое интервью президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева. Всего доброго, оставайтесь на канале Магаз.